Здравствуйте! Джалалабадский государственный университет имени Бекмамата Усмонова. Джалалабадский колледж. Обратная связь выполнила Хасанбаева Махлараем, группу БКМК 212. Для учителя каллиграфия Тобакелова Саламат Амановна. Приложение состоит из одного или нескольких слов, которые выражают законченную мысль. Слово в приложении связано по смыслу. Это высказывание, которое несет в себе утверждение отрицательный или вопрос, и к тому же это закончение единицы языка и речи, а потому в конце всегда присутствует точка, вопросительный и восклицательный знак или многоточие. Приложение – это суждение, которое выражено словами. Приложение – это слово или упорядоченное сочетание слов, которое связано с определенным движением смысла, которое известно как сказуемость. Сказуемое за второй по старшинству член приложения, который отвечает на вопрос, что делать, что сделает и каков. Так все в том же примере сказуемым будет слово «крался», без него смысл приложения также был бы неясен. Подлежащий – это главный член любого приложения, оно отвечает на вопрос «кто» и «что». Например, в приложении «волк крался по лесу в поисках добычи». Подлежащим «волк» о том, что это слово главное, говорит тот факт, что достаточно убрать его, и вся фраза вообще потеряет смысл. Простые и сложные приложения. Также приложения могут быть простыми и сложными. Все зависит от количества грамматических основ, то есть подлежащих сказуемых. Член приложения главные, подлежащие сказуемые. Второстепенное дополнение и определение обстоятельства. Другие члены приложения являются второстепенными. Определение обозначает признак предмета, отвечает на вопрос чей и какой. Дополнение обозначает дополнительный предмет, относящийся чаще всего и сказуемому. Отвечает на вопрос кому, чему, кого, чего, кто, что, о ком, о чем, кем, чем. Обстоятельства обозначает способ действия, время или место. Отвечает на вопрос где, когда, зачем, как, куда, почему, откуда. Виды приложения. Все приложения можно поделить на три вида по цели высказывания: повествовательные, побудительные, вопросительные. Повествовательными называется приложение, которое является просто источником информации. Это может быть или констатация какого факта, или его отрицание. А побудительное приложение призывает к какому-то действию. Как правило, такие элементы речи оканчиваются восклицательным знаком. Им присуще наличие определенных частей, например, «ну-ка, давай, пусть», или слов, имеющие явные повелительные наклонения, например, «немедленно», «прямо сейчас», «быстро». Вопросительные приложения содержат в себе вопрос и заканчиваются на соответствующийся знак. И они подразумеваются, что за ними последует какой-то ответ. Существуют и другие критерии деления приложений. Например, они бывают нераспространенными и распространенными. И в данном случае это не синоним популярности. В первом случае в приложениях есть только подлежащие и сказуемые, а во втором дополнительные приложения. Дождь идет нераспространение, на улице идет сильный дождь, распространение.